Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Последние месяцы в Республике Саха-Якутия намечена тенденция по увеличению количества выявленных случаев новой коронавирусной инфекции. Анализ работы оперативного штаба и мониторинг ситуации показал, что основное увеличение количества случаев связано прежде всего в том числе средним окончанием отпускных периодов и завозных случаев на территорию республики. По данным Управления Роспотребнадзора, на территории республики продолжает непосредственно распространяться штамм вируса омикрон с его подвидами, и, соответственно, все медицинские организации работают в режиме повышенной готовности. Так, за последние сутки госпитализировано 10 человек, это составляет 7,8% от общего количества выявленных случаев, 128 случаев. За сутки 57,8 случаев зарегистрировано в городе Якутске, в районах это 42,2 случая. Необходимо обратить внимание, что у нас в целом лечение осуществляется также в стационарах и в амбулаторных условиях. В амбулаторных условиях мы лечим более 92,2%. Также продолжается и выздоровление заболевших, их сегодня уже практически 100 человек, 98 человек. Основные тяжелые случаи, которые зарегистрированы на территории республики, это прежде всего случаи у невакцинированных граждан. В связи с чем мы обращаем внимание на необходимость прежде всего вакцинации и ревакцинации, которая должна осуществляться, уважаемые жители Республики Саха-Якутия, по истечении полугода. Первым компонентом в целом на настоящий момент в республике привито практически 89,6% взрослого населения республики. Данный отчет, безусловно, оперативный штаб ведет от количества привитости с первого вакцинированного гражданина республики. В связи с этим сам по себе коллективный иммунитет, он значительно ниже, в связи с чем предлагаем непосредственно тех, у кого пришел срок ревакцинации, а их уже 68% от общего количества жителей республики, тем, кому ревакцинация положена, соответственно, прийти на ревакцинацию в наши медицинские учреждения. Необходимо обратить внимание на то, что те улусы, в которых низкие темпы ревакцинации в Алданском, Верхоянском, в Горном, Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Намском, Нерюнгринском, Среднеколымском и в городе Якутске, тенденция в том числе и направлена на большое количество случаев. Необходимо обратить внимание, что нетрадиционно в этот период пандемия пошла с увеличенное количество было у нас в Вилюйской группе улусов, в Вилюйском и Верхневилюйских улусах. На настоящий момент там уже более стабилизировалась ситуация. Для создания устойчивого иммунитета все-таки необходимо пройти повторную вакцинацию. Вчера состоялось заседание оперативного штаба в Республике Саха-Якутия, на котором были приняты решения о подготовке помещений к школам путем их дезинфекции, о дезинфекции общественных пространств и, соответственно, мест, на которых осуществляется большое скопление народа. В связи с чем предлагаем сегодня всем вновь вспомнить о мерах предосторожности по коронавирусной инфекции. И, конечно же, каждый гражданин должен заботиться о своем здоровье и пройти ревакцинацию. Сегодня, как никогда, необходим коллективный иммунитет для того, чтобы пройти и эту новую волну коронавирусной инфекции. В больницах нашей республики увеличиваем мы вновь количество коек в связи с тем, что увеличивается количество на общее количество заболевших, количество и тяжелых больных. Еще раз обращаем внимание, следите за своим здоровьем, особенно старшего поколения. Спасибо.